Мы находимся в городе Якутске на акции «Будь дома». И разговариваем с полномочием по правам человека в Якутии с Ардам Михайловной Гулиевой. И вот акция «Будь дома», да, немного, здравствуйте. Она какой раз уже проходит у нас? Сегодня проходит в городе Якутске акция 9-й раз. 9-й раз. И как бы хотелось бы узнать, а действительно, вот многие спрашивают, что эта акция, ну, так скажем, здоровым она нужна больше, чем этим людям. Вот ваше отношение к этой акции, почему она проводится и уже 9-й раз? Надо сказать, что актуальность вопроса вызвана тем, что по-прежнему люди, которые освобождаются с мест лишения свободы или по разным социальным причинам оказались на улице, все-таки не нуждаются в адресной помощи. Поэтому органы власти, уполномоченные по правам человека в Республике Саха-Якутия у нас находятся на стороне тех людей, которым нужна помощь. И вот из-за этого у нас даже увеличивается, собственно говоря, количество обращающихся. И все-таки, если мы посмотрим нашу статистику, которую мы выработали по итогам 9 акций, это более 700 человек и примерно 60 с лишним случаев положительного решения вопроса. То есть, если сегодня мы уже говорим о том, что 3 человека устроились в линию жизни и Терек как результат, уже есть смысл проводить такие акции. Зима уже не за горами. Проблемы жилья у нас стоят достаточно остро. Есть, конечно, случаи, когда, допустим, мама живет в районе, а сын не хочет. Здесь мы подключаем, как прежде, вернули сейчас в работу опять землячество, которые могут провести определенную работу по восстановлению родственных связей. А это должна быть такая, знаете, вдумчивая, кропотливая работа, поскольку мы набрали все анкеты. По состоянию на это время у нас обратившихся 28 человек. Мы их будем, эти анкеты, обрабатывать. Далее работать уже с землячествами. Здесь у нас подключился департамент по вопросам местного самоуправления администрации, главы и правительства Республики Саха-Якутия, что на системной основе уже с главами муниципальных районов, наследов провести такую, конкретную работу. Если человек желает вернуться и решить вопросы по транспорту, и по иным каким-то расходам, как ранее вот на 8-й акции у нас уже 2 молодые женщины 97-го года рождения вернулись материально в один из вузов районов нашей республики. И надо подчеркнуть, что врачи тоже уже, к сожалению, также выявляют случаи есть сифилиса и гепатита. Есть случаи туберкулеза, как изменений, как говорят врачи. Да? Терапевт тоже смотрит, очень тоже четко отрабатывает по-прежнему управа промышленного округа, которая, кстати говоря, и по поручению мэрии подтянула тоже все и другие управы города Якутска, поскольку не только, как сказать, территориальный, а такой вот общий принцип, когда и другие управы помогают друг другу. Поэтому все, что мы здесь видим, и столы, и стулья, это все вот нам предоставило, решила управа промышленного округа. Еще обратите внимание, есть такие вот у нас разные заграждения, которые мы получили в лице поддержки Министерства спорта Республики. Это Челбон, это Дарсун, которые вот тоже нам помогают в этих вопросах. И важна каждая помощь, каждая поддержка. И есть и неравнодушные граждане, которые нам звонят, пишут через социальные сети в поддержку такой социально благотворительной акции. Мы здесь видим, все-таки происходят качественные изменения, понимание со стороны глав районов и улусной общественности. То есть земляки, землячество, потом сейчас задействованы улусные администрации, да? Совершенно верно. Ну действительно, не всем можно помочь. Там все-таки акция — это желание самого человека, который сюда приходит. Это в первую очередь, да? Совершенно верно. Добровольность, его желание. И вот на сегодняшний день, как удалось достигнуть, понимаете, смотря на первые акции, да, все-таки специфика у всех ведомств, которые здесь задействованы, и МЧС, и врачи из разных учреждений, и, извините, МВД, да,
вот понимание, кто чем будет заниматься, было очень сложно. Но когда мы тогда, честно скажу, тоже участвовали, мы же, главная задача была учет и контроль, да, за данными людьми, хотя бы знать, сколько их и что с ними. А на сегодняшний день вот ситуация, она как бы не переломлена, но там уже появились совсем другие причины со стороны того контингента, на который направлена данная акция. И хотелось бы узнать, вот как трудно было найти взаимодействие, все-таки дело новое для каждого учреждения. Здесь надо сказать, во-первых, конечно, поблагодарить коллег наших, прежде всего за их понимание, за сострадание, милосердие, просто доброта, которая есть в каждом человеке, гражданине России, который здесь проживает и стал где-то чиновником, например. Да? Он прежде всего личность, которая тоже вносит капельку своей души в эту работу. Поэтому я вот еще раз отмечаю очень такую дружную, слаженную работу действительно Олег Леонидович, наших коллег. Сейчас участвуют у нас уже представители более 20 структур. В каждом эфире мы их подчеркиваем, если вы сейчас позволите, я еще раз скажу, действительно, в организаторах у нас полномоченные по правам человека, МВД, активные участники управления Федеральной службы исполнения наказаний, Главного управления МЧС, огромная армия наших врачей, Минздрав и подведомственные учреждения, Центр СПИД, кожно-венерологический диспансер. Нынче участвует первая поликлиника, пятая поликлиника, даже стоматологический центр в виде рентген-оборудования сегодня участвует, терапевты, наркологи, психиатры, у них день открытых дверей, если есть помощь, врачи сразу видят, мы можем сразу организовать доставку. Это и традиционное Министерство труда, социального развития в лице отдела социальной адаптации ТИРЭХ. Это наша окружная администрация города Иркутска в лице всех управ, которые предоставляют и транспорт нам очень серьезно, и управы помогают в Иркутске, даже я уже подчеркнула, еще раз скажу, в лице и мебели, вот оборудование, то есть в виде оборудования. И общественные организации, которые являются одним из ключевых сегодня наших друзей, партнеров. Это по-прежнему у нас линия жизни, Алмаз, и другие. И я бы хотела особо отдельную благодарность сказать нашим журналистам, высокопрофессиональным журналистам, средствам массовой информации, которые работают на территории у нас республики, вот в вашем лице, Олег Леонидович, и нашим коллегам, которые сегодня проявляют интерес к этой теме и которые вообще работают в развитии институтов гражданского общества, потому что открытость и гласность, которая информация доводится до каждого жителя Якутии об этой социально-благотворительной акции, о ее пользе, ее необходимости, как раз она и влияет на каждого жителя нашей республики. Поэтому в этом смысле понимание и поддержка со стороны гражданского общества деятельности органов власти, она крайне ведь важна. И здесь у нас еще подключается и бизнес. Это у нас были и ресторанный холдинг Скрипина в свое время, это были братья ВГ, сейчас у нас вот, кафе Хаттей участвует. Поэтому, конечно, мы бизнесы приглашаем, пожалуйста, если есть желание. Поэтому очень бы хотелось вот это качественное изменение, которое происходит сегодня в понимании, в политике органов местного самоуправления, чтобы это все-таки у нас ускорилось. Понимаете как? И создание механизмов по-прежнему актуальным остается принятие нормативного правового акта, который бы уже определил бы ответственность. Я хотел бы напомнить, что акция позволяет людям, которых нет, попали в трудную жизненную ситуацию, здесь проводят учет, делают документы, паспорт и остальное, проводят, так скажем, медосмотр, выявляют наиболее такие диагнозы, которые необходимы человеку, чтобы он знал. И самое главное, в конце они попадают в НПО. Это некоммерческие организации, которые предлагают этому человеку решить самому, то ли он идет в дом адаптации теряк, то есть он не готов к дальнейшему. 10 дней он там как минимум, а потом уже он сам решает. Или он же сразу идет в эти НКО. Это своеобразные дома, в которых люди
как это правильно назвать, даже не знаю. Реабилитируются. Реабилитируется, Возвращаются получает в жизнь. работу и так далее. Ну там коллектив такой, коммунка, так сказать. И там уже человеку проще восстанавливаться. И я хотел бы, может, мы пройдем к ним сразу, где они сидят, поговорим с ними. Вот линия жизни, да, это у нас такой грантовый проект, да, и Алмаз, да, они получают поддержку от города Якутска, да, От республики, от и от республики, президента Российской и от Федерации. России. И вот хотелось бы на сегодня с ними поговорить, раз линия жизни здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот сегодня у нас сколько человек прошло? Сегодня 28. Ну это пока Сегодня еще это до время. обеда 28 человек, при этом я на всех акциях был, могу вам четко сказать, контингент себя уважает, стал уважать, по крайней мере. Ну, в какой-то части у нас сильно здесь людей, которые себя чувствуют совсем плохо, ну, нет, видимо, готовятся уже, чтобы прийти и решить свои проблемы. И сегодня вот какая помощь данным людям оказывается линией жизни и вообще как бы НКО для этих людей? Мы готовы взять людей, те, которые хотят, чтобы им помогли. Мы готовы предоставить места в восстановительных центрах для того, чтобы их включить в программу социальной адаптации. Здесь непосредственно на акции мы восстанавливаем документы, то есть мы оплачиваем госпошлины, оплачиваем изготовление фотографий для паспортов и для временных удостоверений. Вот, сейчас, сколько у нас там по времени у нас получается, оплатили 6 госпошлин на восстановление паспорта и 8 комплектов фотографий. А и разница есть между другими акциями, если взять ваш опыт прошлых акций? Ну, разница, мы что можем сказать, в том, что люди у нас, молодых очень много людей приходит, все-таки обращается, да? Люди становятся моложе, бездомные люди, контингент молодеет. И мы сами вот в рамках своей работы видим, да, что приходят молодые люди, обращаются. Жанна Михайловна, а как вот пункт временного пребывания, это как бы вот... Это территория. Мы сейчас разговаривали, я забыл сказать, мы разговаривали с руководителем НКО «Линия жизни», да? Да. С Оксаной. Меня зовут Кондакова Оксана Минахматовна, я вице-президент организации «Линия жизни». А вот пункт временного пребывания, вам не можете нам рассказать, насколько сейчас серьезная ситуация там? Вот людей много обращается, да? Это отделение временного пребывания, 10-е, относится к республиканскому комплексному центру социального обслуживания, при Министерстве труда и социального развития. Отделение временного пребывания рассчитано на 80 койко-мест. В данное время все получатели социальных услуг поступают через карантинный блок. В данное время в карантинном блоке они находятся 14 дней, и на сегодня мы предоставляем 6 койко-мест. Ага. И первый сегодня уже поступает в отделение социальной адаптации терапии, прошел все анализы, и сейчас он поступает. Сейчас изъявили желание 4, ждем результатов анализа. То есть они обязательно должны пройти медицинское обследование, только после этого принимается решение, куда человек отправляется. То есть он может попасть и к вам, а может сразу на больничную койку, правильно? Нет, он должен поступать с результатами анализа, потому что мы находимся в закрытом доме. Они сейчас поступают в карантинном блоке, и со всеми результатами в карантинном блоке они находятся 14 дней. Если они согласны находиться в этом карантинном блоке на 14 дней, некоторые желания не изъявляют, потому что они не хотят 14 дней находиться в одном блоке. То есть все делается по желанию Конечно, человека, по его согласию, По правильно? его согласию. Если они желают. Сейчас как раз обед закончился, сейчас опять люди подходят. Спасибо за внимание. С вами был Олег Жилмин, журналист «Точка взаимодействия».